Меня зовут Гульнара Ярулина. Родилась я в городе Казань. Закончила Казанский государственный технологический университет. В 2014 году я решила переехать в Москву. Мои родители были в шоке от того, что я приняла такое решение, и 2014 год для меня был таким прорывным. Когда мы ходили на концерты, на мероприятия татарские, мы познакомились с руководителем, главным идейным вдохновителем штаба татар Москвы Ямалием Рустам Фаизовичем. И именно там мы начали знакомиться с татарами Москвы. Очень приятно то, что в штабе татар происходят такие встречи, которые для каждого являются судьбоносными. В штабе находят работу, находят свою судьбу, находят своих идейных вдохновителей, находят партнеров по бизнесу, по работе. Когда я переехала в Москву, самое главное, чего мне не хватало здесь, это, конечно же, татарского языка, родного моего языка. Когда я росла в Казани с родителями, каждое утро я просыпалась под татарскую музыку, под татарскую речь моих родителей, папа, мама, которые всегда разговаривали со мной только на татарском языке. И именно нехватка вот этого привела меня в наш родной штаб, на котором собирается очень много родственных людей, которые горят именно желанием сохранения татарского языка, традиций, обычаев. Мы собираемся в штабе, вспоминаем именно наши обычаи, как мы себя вели, когда проживали в Казани, что мы делали, какие мы пели песни, вспоминаем эти песни, поем эти песни. Также кушаем вкусную нашу татарскую выпечку, чпачмак, балеш, татарские наши пироги. Это очень радует душу, и все больше и больше тянешься к штабу, и хочется побольше посещать его, и даже не хочется уходить. Осенью 2017 года в Татарстане возникла такая проблема. Во всех школах татарстанских отменили татарский язык, как обязательно татарский, да? И мы тоже не могли остаться в стороне этой проблемы. Наши московские татары тоже также сопереживали этому, и мы тоже хотели быть причастны к этому, и в штабе провели 10 круглых столов, которые также назвали Уртак-Фикер, о принятии решения, как мы будем с этим дальше жить. На этих круглых столах мы решали проблемы сохранения татарского языка, и именно откуда он появился, откуда мы появились, татары. И решали такие проблемы, как сохранение, и что мы именно будем делать для того, чтобы сохранить его. На этих круглых столах мы, могу сказать, с гордостью решили эту проблему и поставили для себя несколько задач, что мы будем делать именно. Мы также будем продолжать собирать такие круглые столы по сохранению татарского языка. Мы по максимуму будем стараться говорить на татарском языке, петь наши татарские песни, вспоминать под баян. И будем поддерживать также Татарстан во всех их начинаниях. На наших вечерах Уртак-Фикера присутствовали известные поэты, журналисты, общественные деятели, активисты студенческих движений, а также руководители татарских автономий города Москвы, города Казани. Таким образом, я думаю, мы смогли мобилизовать и активизировать московскую молодежь в решении данного вопроса. Самое главное, язык у нас формируется еще с самого раннего возраста. Нужно по максимуму слушать татарскую речь. Например, на своем примере я научилась татарскому языку на нашем татарском музыкальном канале, да, можно сказать, радио. Я слушала татарские песни, учила их, ставила, слушала в машине. Таким образом, я начала уже больше понимать, разговаривать на нем, на этом языке, а также начинала активно посещать театры. Камаловский театр я очень люблю в Казани.
театр Карима Тинчурина. И также общаться со своими родственниками на татарском языке и продолжать эту деятельность. Самое главное, это нужно создавать татарские семьи. Нужно, чтобы ваш муж и жена вас понимали. Это языковой барьер, он в любом случае как бы будет. И, конечно, хотелось бы, чтобы вы выбирали своего супруга именно из вашего национального признака и как бы близкого по духу человека, чтобы он вас понимал и также поддерживал в этом. Что вы могли элементарно сказать ему на татарском «доброе утро» или поблагодарить его. Хотелось бы всем пожелать, чтобы вы активно посещали татарские концерты, татарские театры, также почаще приходили к нам и не забывали татарский язык свой. Хотели бы активно всех призывать к тому, чтобы вы отдавали своих детей в татарскую школу, которая находится у нас в Люблино, 1186 имени Муса Джалиля. Там очень грамотные специалисты, преподаватели. Также сохранение татарского языка зависит от нас. Мы активно вас призываем к тому, чтобы вы не стеснялись своего языка, разговаривали на нем. Молодежь, давайте не будем стесняться своего языка, разговаривать на нем по максимуму. И, конечно же, своих детей обучать тоже татарскому языку. Ведь недаром говорится, настоящий татарин не тот, у кого родители татары, а тот, у кого внуки татары.